Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Парламентские разночтения. В Госдуме рассмотрен в первом чтении проект федерального бюджета на 23-25 годы. Провалиться сквозь землю в прямом смысле. Наши корреспонденты расскажут о жильцах аварийного дома по улице Якутская. Трудоустроенная молодежь. Проект «Местные кадры в промышленность» продолжает доказывать свою эффективность. Профессиональный рост юных спортсменов. Гимнастки-якутянки успешно защищают честь республики на межрегиональных и крупнейших всероссийских соревнованиях. Неизлечимая болезнь планеты. Гимназистам Якутска рассказали о бережном отношении к природе. Педагогов, работающих в школах, дошкольных образовательных учреждениях, а также в организациях среднего профессионального образования предлагают освободить от частичной мобилизации. Соответствующую работу ведет Минпросвещение России с федеральными органами власти. По мнению инициаторов, это необходимо для обеспечения основных потребностей сферы образования, непрерывного учебного процесса в указанных организациях и сохранения интеллектуального потенциала отрасли образования. Вопрос находится на согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти. Призванные же по частичной мобилизации продолжат выплачивать элементы согласно действующим нормам закона об исполнительном производстве в отношении граждан, мобилизованных в рамках частичной мобилизации. Исполнительные производства, вынесенные в том числе по исполнительным документам о взыскании алиментов, подлежат приостановлению, так как трудовые отношения призванных на время частичной мобилизации приостанавливаются. Однако в целях соблюдения прав несовершеннолетних предлагается временный порядок взыскания алиментов. Взыскатель имеет право самостоятельно направить исполнительный документ в единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации. Оригинал исполнительного документа выдается взыскателю по заявлению при предъявлении паспорта. Перечень документов, адрес, куда направить, образец заявления имеется в канцелярии Нерюнгринского районного отделения судебных приставов. Дополнительно сообщаем, вся поступившая информация, заявления, справки, списки в отношении мобилизованных в рамках частичной мобилизации обработаны. Направлены ответы на все поступившие обращения, приняты меры к приостановлению исполнительных производств. Если у кого-то имеются вопросы в отношении граждан, мобилизованных по частичной мобилизации, вы можете обратиться в Нерюнгринское районное отделение судебных приставов для получения консультаций по данным вопросам. В Госдуме рассмотрен в первом чтении проект федерального бюджета на 23-25 годы в основных параметрах. Главный финансовый документ вносится с пакетом из 15 законопроектов. Федеральный бюджет формировался в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках. Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета станут государственные заимствования Российской Федерации, а также средства Фонда национального благосостояния на реализацию инвестиционных проектов и софинансирование формирования пенсионных накоплений. Наибольший объем расходов, как и в предыдущие годы, будут составлять расходы на социальную политику. Самый главный приоритет, который сегодня заложен в бюджете трехлетки, это, конечно, выполнение всех социальных обязательств и, в первую очередь, поддержка семей с детьми. Это те ипотечные кредиты, индексация материнского капитала, индексация страховых пенсий. Но это и те решения, которые были приняты ранее. Это продолжение программы модернизации первичного звена здравоохранения, это строительство школ, это строительство детских садов. Конечно же, те крупные проекты, например, как у нас в республике, продолжение и завершение строительства онкологического центра. Более 20 тысяч человек переселили из аварийных домов в Якутии. Это порядка 8200 семей. А всего в республике ликвидировали аварийное жилье общей площадью свыше 370 тысяч квадратных метров. До конца года в регионе получат новое жилье еще более 5000 человек. Так, в этом году на территории 32 муниципальных образований строят 129 многоквартирных домов. В эти новостройки из аварийного жилищного фонда общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров
метров, должны переехать более 10 тысяч человек. При этом 53 дома в 17 населенных пунктах планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Новые же квартиры в них получат более 5 тысяч человек. Инвалид по общему заболеванию проживает в разрушающемся здании. Жильцы аварийного многоквартирного дома по улице Якутская, 51, вот-вот могут провалиться вниз. Земля под домом просела из-за протекающей через нее канализации. С пенсионеркой встретилась наша съемочная группа и узнала, в каких условиях действительно находится женщина. Очень прошу, сделайте что-нибудь, хотя бы наши две квартиры переселите, инвалидов. Слезы и боль на глазах у 61-летней пенсионерки. Женщина живет в этой квартире более 40 лет. Дом настолько разветшал, что даже полы отошли от стен на 5-10 сантиметров. Насколько здесь отошел дом? Вот это. И там сквозная дыра у нас в подъезд. Я ее запенивала, а вот в этом году еще больше отошло. И там сквозная дыра вот сюда. В этой комнате мы вообще боимся находиться. Она у нас как складская. В 2018 году этот деревянный дом был признан аварийным. По словам женщины, жильцы хотели оформить документы намного раньше, но их уговорили и заверили, что квартира предоставят в рядом строящемся доме. Но в итоге стройка была заморожена, и они не успели попасть в программу переселения. В действующую региональную программу включаются дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Граждане получили на руки распоряжение о признании дома аварийным, в котором указан срок отселения их. Почему? Потому что в таких домах небезопасно находиться, они непригодны для проживания, это уже установлено комиссионным. Короче, сказали, не раньше 25-го года. И то, как бы это условно, и это. Приезжала комиссия, тоже с прокуратуры, я не знаю, там 2 человека еще с ними были. Они даже побоялись в дом зайти. Я говорю, вы понимаете, вы боитесь в дом зайти, а мы тут живем. Пенсионерка уже не может жить в таких условиях. Здоровье с каждым разом становится все хуже, а переехать в другое жилье у нее возможности попросту нет. Второй подъезд у нас находится в более хорошем состоянии, чем мы. Но без слез вообще не могу говорить. Ну, очень прошу, помогите. Помогите сдвинуть вот эту мертвую точку, чтобы нас расселили. Ежедневно жители дома засыпают в страхе, устоит ли дом до следующего утра. Покосившийся фасад здания, обваливающиеся потолки, скрипучие полы не вызывают доверия. А в подъезде ситуация еще хуже. Лестница настолько наклонилась, что по ней не то что сложно, но и страшно спускаться. Более того, на первом этаже есть заброшенные открытые квартиры, в которых часто собираются люди без определенного места жительства. Распивают алкоголь и курят прямо в доме, а это чревато последствиями. Может начаться пожар из-за непотушенного окурка. Еще сколько сможет продержаться ветхий дом и как перенесут эту зиму жильцы, неизвестно. Марине Юрьевне остается только верить и ждать, что на ее просьбу отзовутся, и она сможет жить в человеческих условиях. Светлана Амосова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Ну а в поселке Витим Ленского района идет строительство храма. Он будет возведен на берегу реки в одном из красивейших мест Наслега. Завершение строительства ждут все сельчане, ведь уже на протяжении 30 лет они вынуждены молиться в приспособленном помещении. Строительство храма Спасо-Преображенский началось в прошлом году. На сегодняшний день работы продолжаются. Отсыпана территория, залит фундамент и возведены стены под потолочные перекрытия. В следующий год уже будут делать вот эти все купольные арки, они очень сложные. Но я думаю, что все лето их будут делать. Но Бог даст, мы уже, может быть, к осени зайдем там в тепло, будем заниматься отделкой. Вот, по проектам, если все будет хорошо. Между тем, технический инспектор труда профсоюза «Профалмаз» Василий Сыроватский стал лучшим руководителем службы охраны труда в России. Сотрудник победил в данной номинации по итогам всероссийского конкурса по охране труда. Василий Сыроватский родился в Якутске, там же получил основное общее образование. Затем переехал к родственникам в Чурапчинский улус, село Хатылы. Именно здесь, в выпускных классах, он впервые услышал о компании «Алроса» и уже тогда зажегся желанием работать в промышленном производстве. В 2005 году
Была очень хорошо проведена профориентационная работа у нас со стороны акционерной компании «Алроса». То есть у нас и с этого наслега работали на производстве в Нербинском ГОКе представители нашего села, и они как раз рассказывали о производстве. Так, вдохновленный рассказами односельчан, он и его 5 друзей решили поступить в Мирнинский политехнический институт. Получив специальность горный инженер-электромеханик, Василий достойно прошел все этапы карьерного роста. Начал с преподавания в политехническом институте, затем работал по специальности в карьере МИР. В 2017 году в профсоюзе «Профалмаз» ввели штатную единицу технический инспектор труда, куда и пригласили молодого перспективного специалиста. Охрана труда – это не результат работы, это целый процесс, который имеется у нас в трудовом режиме, когда в любую секунду может поменяться данная ситуация, и принятие различных мер и непосредственно применение тех норм и правил в повседневной жизни, так и в производстве приводит к низкому уровню травматизма. Василий стал инициатором современных подходов мотивации к активной и безопасной работе уполномоченных. Для этого применял такие методы, как практические тренинги, различные мероприятия, вел премирование. Проект методики применения практических тренингов он и представил на всероссийском конкурсе. Итоговым результатом является работа не только технической инспекции труда профсоюза «Профалмаз», но и управление промышленной работой и совместно с управлением промышленной безопасности акционерной компании «Алроса». И в таком тандеме действительно заняли такую высокую награду в этом конкурсе. Кроме трудовой деятельности, Василий активно занимается общественной инициативой, является депутатом городского совета, руководителем волонтерского корпуса от профсоюза «Алроса». И в первую очередь Василий является чутким мужем и многодетным отцом со своими увлечениями. К примеру, он разводит якутских лаек. Занимаюсь охотой, рыбалкой, и, соответственно, собираю ягоды, грибы, как и все. Имеется дача, выращиваю огород, картошку, огурцы, помидоры. Пример Василия показывает, что «Алроса» поддерживает инициативность работников и предоставляет им все условия, чтобы добиться поставленных целей, которые ведут к развитию не только компании, но и промышленного производства Якутии в целом. Главное – иметь активную жизненную позицию и желание развиваться. В Якутии в рамках проекта «Местные кадры в промышленность» трудоустроено свыше 10 тысяч человек, из которых более половины – молодежь до 35 лет. В Минпромгеологии республики отметили рост количества трудоустроенных на 19% по сравнению с показателями прошлого года. Напомним, республиканская программа «Местные кадры в промышленности» действует с 2017 года. В ней принимают участие около 40 компаний. Всего за эти годы по программе трудоустроились более 36 тысяч человек, из которых 7 тысяч нашли работу в «Алроса». Студенты российских вузов узнали, как добывают золото. В рамках просветительского проекта Российского общества знания будущие геологи, металлурги и горняки побывали на производственных объектах золотодобывающей компании «Селигдар». С экскурсией прогулялся и Руслан Павлов. Более 200 километров пришлось преодолеть группе студентов в рамках практической экскурсии на золотодобывающие предприятия холдинга «Селигдар» в Алданском районе. Мероприятие было организовано Российским обществом знания в рамках просветительского проекта. Российское общество знания выступило инициатором данного проекта, и, конечно, мы с радостью откликнулись на него, потому что у Селигдара огромный багаж знаний в золотодобыче. Мы знаем, чем поделиться со студентами, которые тем более приехали к нам из разных регионов с профильных направлений. Они как раз находятся сейчас в выборе будущей своей профессии, а мы можем им подсказать, рассказать, какую именно профессию металлурга им выбрать, от геолога до, соответственно, горняка. Участниками экскурсии стали лучшие студенты ведущих вузов России. Генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов лично показал им производственный комплекс Рябиновой и подробно рассказал, как происходит весь процесс извлечения золота. Ну а для нас это, конечно, понимание сегодняшнего студента, молодого кандидата в нашу работу, наши объекты. Мы видим, кто они, как они смотрят. Даже по тем вопросам, которые мы задавали, они видно, что они где-то ориентируются, может, было где-то считать их уже какими-то коллегами, потому что они близко к теме. Поэтому это опыт.
Студенты посетили несколько участков компании, в том числе и производственный комплекс «Самолазовский», где смонтирована первая в мире установка термической подготовки руды. Ее уникальность заключается в том, что она позволяет увеличить извлечение золота из так называемых упорных руд с 30 до 90%. Многих это впечатлило. Меня впечатлила эта печь, которую соорудили сами наши инженеры, которые говорят, нет нигде вот это вот самое. Мне прямо осталось запоминающееся в Селигдаре. В Селигдаре выразили надежду, что в дальнейшем молодые специалисты свяжут свою профессиональную жизнь с горнодобывающей отраслью и будут работать на благо страны. Сами ребята сделали для себя вывод, что выбрали правильный вектор в образовании. Я почерпнула для себя то, что я не ошиблась в выборе профессии. Было очень интересно понять то, что это все-таки мое. Мне было интересно наблюдать за производственным процессом. В ближайшее время лекция-экскурсия станет достоянием общественности. По ее итогам обществом знания будет смонтирован репортаж, который войдет в цикл фильмов Республики Саха-Якутия. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В последнюю субботу октября российские спортсмены отмечают День гимнастики, учрежденный в 1999 году. Художественная гимнастика появилась в Якутии в 70-е годы, однако активно начала развиваться с 1994-го. За это время было подготовлено 13 мастеров спорта Советского Союза, 6 мастеров спорта России, 50 кандидатов в мастера спорта и более 100 перворазрядников. Сегодня Федерация художественной гимнастики в нашей республике представлена 4 детско-юношескими спортивными школами и 6 клубами. Занимаются гимнастикой в Якутии около 1000 детей от 4 до 15 лет. Сборная Якутии представлена 3 составами в групповых упражнениях. 1 команда, выступающая по программе мастеров спорта, и 2 команды по программе кандидатов в мастера спорта. Гимнастки-якутянки успешно защищают честь республики на межрегиональных и крупнейших всероссийских соревнованиях. Художественная гимнастика очень красивый вид спорта, женственный вид спорта, очень гармонично развивает девочку. Девочка становится гибкой, артистичной, танцевальной. Девочка становится дисциплинированной, с сильным характером, потому что мы выступаем на соревнованиях, это такие волевые качества у ребенка появляются, да, ребенок учится принимать и победы, и поражения правильно, то, что ему пригодится в будущем. Ну а более подробно о развитии художественной гимнастики в республике, о планах и задачах мы поговорим с исполнительным директором Федерации художественной гимнастики Якутии Вячеславом Ефимовым. Вячеслав, добрый вечер. Добрый вечер. Летом этого года на соревнованиях «Дети Азии» гимнастки нашей республики обошли всех гимнасток Дальнего Востока. Виден и явный рост развития спортсменок. Как вы думаете, с чем это связано? Да, на самом деле мы, конечно, в душе очень сильно хотели более лучшего результата, но это спорт, случилось так, как случилось. Вот. Прогресс наших гимнасток очень заметен, его замечают по всей России ведущие специалисты в этой области. Вот. И мы связываем рост с тем, что наш президент Людмила Валерьевна Николаева выбрала очень прогрессивную стратегию развития федерации. Мы привлекли к работе нашего куратора из города Ульяновск, это Татьяна Николаевна Грибкова, президент Федерации Ульяновской области. Через нее она подобрала тренерский состав высококвалифицированный. Это Казанцева Оксана Николаевна, Карпекина и Нина Сергеевна. И они работают с нашей групповой командой в Ульяновске. И прогресс, он налицо. Вот. Кроме того, наши члены сборной команды, которые выступают в индивидуальной программе, они тренируются в основном в Москве. Там у нас тоже профессиональные тренеры работают с ними, Шкрет Валерия Павловна и Петрова Олеся Витальевна. Вот. Результаты выросли очень сильно, и, соответственно, дети, которые занимаются здесь, в республике, они видят эти результаты, стремятся к развитию, а здесь их в республике подхватывает наш тренерский состав, местный, которые тоже не дают детям скучать, вот, развивают их, двигают вперед и привлекают новых детей к занятиям гимнастики. Вячеслав, не так давно во время эфира упомянуто было, что есть и 4 спортивно-детско-юношеские школы, а также клубы. Хватает ли кружков, дополнительных занятий и, что немаловажно, тренеров?
Да, у нас сейчас все клубы укомплектованы тренерским составом. Здесь мы проблем не испытываем. Но все-таки наша задача в развитии вида спорта в республике. Поэтому, во-первых, мы готовы к сотрудничеству с администрациями районов. И при поступлении таких запросов мы готовы от федерации осуществлять посильную помощь в развитии гимнастики там, где ее сейчас нет в республике. Кроме того, мы работаем с старшими спортсменами, которые уже заканчивают спортивную карьеру, заканчивают школу, привлекаем их к поступлению в профессиональные вузы для того, чтобы они становились тренерами. В этом нам помогает очень наш Минспорт, Минобразование. Вот, очень сильно нам помог в организации этой работы Сергей Васильевич Местников. Вот, большое ему спасибо. Сейчас у нас уже есть выпускница Института Лесговта в Санкт-Петербурге. Вот, 3 девочки сейчас уже учатся, и, в принципе, мы намерены каждый год около 3 детей отправлять за счет республики на бюджетные места в Институт Лесговта, где у нас даже возглавляет кафедру Элина Александровна Виннер. Ну и буквально в нескольких словах, помимо развития профессионального роста спортсменок, какие еще задачи стоят перед федерацией? На данный момент мы ставим перед собой 4 цели. Первая цель – это развитие непосредственно тренерского состава у нас здесь, на местах. Вторая наша цель – это, конечно, развитие детей, повышение их квалификации, достижение новых результатов. Третья цель, она связана с организацией инфраструктуры, для того, чтобы у нас здесь в республике появлялись профессиональные залы, которые требуются для гимнастики. Это очень высокие потолки, 13-14 метров, которых у нас здесь пока нет. Мы над этим очень сильно работаем вместе с правительством республики. И четвертая наша цель, самое главное, мы очень мечтаем, чтобы у нас здесь в Якутии появилась своя олимпийская чемпионка, которую вырастим здесь, на территории нашей республики, наша Алина Кабаева. Такая. Благодарю вас, Вячеслав. Ну, я думаю, что олимпийская чемпионка обязательно будет, да к тому же и не одна. Напомню, о развитии художественной гимнастики в Якутии мы говорили с исполнительным директором Федерации Вячеславом Ефимовым. Мы переходим к другим темам. Загрязнение окружающей среды является неизлечимой болезнью нашей планеты. Это можно только предотвратить, и делать это стоит с раннего возраста. В гимназии Центра глобального образования для учеников 3 Б-класса прошел классный час, в котором рассказывалось о бережном отношении к ресурсам, экологии, осознанном потреблении и переработке мусора. Насколько ученики усвоили тему классного часа, узнала Галина Чекурова. Родители всегда хотят дать своим детям все самое лучшее. Именно из-за таких мыслей Сахаяна Хаютанова решила стать сторонницей экоактивизма, чтобы у ее детей была возможность жить в незагрязненном мире. На протяжении последних 3 лет я занимаюсь экоактивизмом. Сама начала жить экологичным образом жизни 5 лет. Как у меня родились детки, вот они сподвигли меня к лучшему. С появлением детей я подумала, что я для них должна оставить лучшее. А что может подарить каждый родитель – это здоровье и счастье. Состояние природы зависит от человека, от состояния человека напрямую зависит от природы. И чтобы дать будущему поколению возможность полноценно наслаждаться жизнью, необходимо менять образ жизни уже сейчас. В этом экоактивистов поддерживает администрация Якутска и правительство республики. Состояние человека зависит от состояния экологии. Если экология будет плохая, если вода будет загрязнена, если земля будет загрязнена, то и люди будут жить плохо, и здоровье сильно подпортится. Все экоактивисты уверены, что нужно говорить о необходимости сохранения чистоты природы с раннего детства. Так, для учеников 3 Б-класса провели классный час, на котором Сахаяна рассказала о важности бережного отношения к экологии. Проводится экологическая акция в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Это урок неравнодушного горожанина, городского активиста в целях воспитания детей с молодого возраста, сохранению экологии, бережного отношения к своему микрорайону, к своему родному городу. Дети охотно шли на контакт с Сахаяной, задавали вопросы, смело отвечали и были очень заинтересованы темой экоактивизма. Солнечные батарейки, можно использовать? Правильно. Молодцы, ребята. Какие вы у нас умные, осознанные. Всегда старайтесь беречь. Мы собираем в кучку мусор и разделяем в мусорные баки.
некоторые попадают в этот, как сказать, фабрику экологии. И вода может закончиться через несколько тысячелетий и ресурсы. Так что это будет сложновато без ресурсов. Надо этот беречь. И не выбрасывать мусор в природу. По словам Сахаяны Хаютанова, если люди начнут придерживаться принципов экоактивизма, жизнь в мире может стать легче. Благодаря свежему воздуху, чистой воде, отсутствию различных выхлопных газов, население республики будет реже болеть и чувствовать себя намного лучше. Галина Чекурова, Григорий Охлопков, Якутск. Далее смотрите рубрику «Между тем». Ну а я с вами прощаюсь. В студии для вас работала Надежда Саханская. Всего доброго и до встречи в эфире. Здравствуйте, меня зовут Александр Хавренко, и это программа «Между тем». Когда мы говорим «доброволец», мы чаще всего имеем в виду человека, который добровольно вызвался защищать страну с оружием в руках. Но между тем добровольцы – это и те люди, которые трудятся в тылу, помогая своим согражданам, которые находятся на полях боевых действий. Добровольцы – это и медики, которые выезжают в районы Донецкой и Луганской республик, в Херсонскую область для оказания медицинской помощи. Вторую неделю подряд в подшефном Якутии, городе Кировское, работает бригада из 10 якутских медиков. С 16 октября медики осмотрели и оказали помощь уже 1500 местных жителей и военнослужащих. До этого дня в городе катастрофически не хватало специалистов, таких как неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты. Якутские медики работают по 12-14 часов в сутки, принимая около 50 человек в день. К ним стоит огромная очередь, которая начинает формироваться еще с 6-7 утра. Пациенты приезжают даже из соседних городов. Более 500 человек получили консультации кардиологов, более 200 консультаций невролога, более 300 пациентам проведена УЗИ-диагностика. Кроме того, врачи провели консультации для детей со сложными диагнозами. У людей долгое время просто не было возможности получить качественную медицинскую помощь. Во время боевых действий на территории ДНР дважды в здание больницы прилетали снаряды во время обстрелов. Силами якутских добровольцев и специалистов город Кировское постепенно восстанавливается. В том числе проведен ремонт и в больнице, в которой ведется прием. У жителей с приездом якутских офтальмохирургов впервые за долгие годы появилась возможность сделать операции на глазах. И их проведено уже более сотни, от плановых до экстренных. Проведено несколько операций по удалению из глаз инородных тел, так как люди получают ранения. У одного пациента удалили даже кусочек снаряда. Жительницы Кировского также получили возможность пройти маммографию. Врачи из Якутии запустили новый рентген-аппарат, который ранее не использовался, так как в городе не было обученных рентген-лаборантов. За 10 дней порядка 250 женщин прошли обследование. Через какое-то время якутские медики вернутся домой, но к тому моменту в республике будет сформирован второй медицинский десант, который отправится в Кировское. И эти врачи и медсестры также заслуживают статуса добровольцев, поскольку едут помогать людям по соображениям совести и по зову долга. Всего доброго.